Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Озвучьте ситуацию по эпидобстановке в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике является напряженной. На настоящий момент, по данным Управления Роспотребнадзора, по республике зарегистрировано 144 новых случая коронавирусной инфекции, 80 из которых приходится на город Якутск. 15 случаев и наиболее сложной ситуации мы сегодня оцениваем ситуацию в Сунтарском улусе, в котором зарегистрировано 15 случаев. Вчера состоялся оперативный штаб Сунтарского улуса, на котором было принято ряд ограничительных мер в целях того, чтобы ограничить прежде всего места распространения и, соответственно, дальше продолжать соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического, установленные санитарно-эпидемиологическим указом главы нормы. 13 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе. Оперативный штаб Нерюнгринского района принимает ряд мер, направленных прежде всего на работу с теми лицами, которые возвращаются с отпусков в Нерюнгринский район и, соответственно, по их самоизоляции в течение 2 недель до выхода на работу. Сложная ситуация. Сегодня мы оцениваем ситуацию в Мирнинском районе. Там зарегистрировано 7 случаев. Необходимо обратить внимание, что половина случаев зарегистрирована в северном кусте Мирнинского района. Это Айхало-Удачнинский куст. И в связи с этим, вчера на заседаниях соответствующих оперативных штабов под руководством главы Республики Саха-Якутия были приняты непосредственно ряд мер, направленных прежде всего на соблюдение норм санитарно-эпидемиологического характера на производственных участках недропользователей, а также на территории населенных пунктов. Перед оперативными штабами Мирнинского района, Удачного и Айхала поставлены задачи совместно с МВД усилить работу по контролю за работой ночных клубов, дискотек, а также непосредственно соблюдением граждан норм санитарно-эпидемиологических норм и санитарно-эпидемиологических правил. Оценивая ситуацию в Мирнинском районе, необходимо обратить внимание, что в настоящий момент в районе наличествует высокий уровень задымления, в связи с чем обращаемся к гражданам Мирнинского района сохранять спокойствие, при необходимости звонить на колл-центр и прямую линию Центральной районной больницы Мирнинского района, городских больниц Удачного и Айхала в целях скорейшего разрешения непосредственно ситуаций, связанных с возможными последствиями для здоровья в связи с задымлением. В целом медицинские работники рекомендуют носить маски и, соответственно, меньше посещать уличные места, находясь непосредственно в изоляции, для того, чтобы сохранить прежде всего свое здоровье. Необходимо обратить внимание по Мирнинскому району на то, что на настоящий момент поступившая вакцина, в том числе, направляется на Мирнинский район для того, чтобы продолжить уже поднятые в этом районе темпы вакцинации. Данная установка была принятым решением главы Республики Саха-Якутия и руководством компании «Алроса». 6 случаев зарегистрировано в Усть-Алданском районе, где тоже ситуация осложняется тем, что работает 2 оперативных штаба по коронавирусной инфекции и по пожарам. В связи с этим, соответственно, действительно главе, руководителю оперативного штаба, главе района приходится достаточно сложно. Тем не менее, на кону стоит здоровье людей, в связи с этим действия достаточно четкие и скоординированные. По 5 случаев зарегистрировано в Алданском и Ленском районе, 4 случая зарегистрировано в Алайховском районе. Необходимо обратить на ситуацию в Алайховском районе, как на северный район, с точки зрения того, что ситуация, связанная с Алайховском районе, связанная с завозом инфекции одного из родственников работников Рокболовецкой артели, в результате чего практически сегодня изолирована и блокирована работа целого населенного пункта, как большинство из проживающих в данном населенном пункте явились контактными лицами.
К сожалению, достаточно стабильная ситуация Мегино-Кангаласского района за последние сутки ухудшилась, и там зарегистрировано 3 новых случая. Продолжаются фиксироваться случаи в Чурапчинском, Улусе, их 2. По одному случаю зарегистрировано в Верхоянском, Вилюйском, Намском и Хангаласском районах. Лаборатория медицинских учреждений и Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за сутки проведено 3033 теста. Всего с начала пандемии в республике проведено 1 270 189 тестов. На настоящий момент в республику поступило 15 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», и сегодня мы ждем размаркировку до вечера «Спутника Ви», в порядка 10 200, после чего будет произведено его распределение по соответствующим поликлиникам и больницам. Обращаю внимание на то, что выделение и распределение «Спутника Лайт», как мы уже обращали внимание, будет использоваться как на ревакцинацию, особенно медицинских работников, работников социальных служб, которые прошли вакцинацию в январе-феврале месяце, и, соответственно, дальше по тем группам, которые у нас проходили вакцинацию. Что касается «Спутника Ви», дальше им продолжаем, так же, как и «Спутником Лайта», вакцинацию населения, и, соответственно, приглашаем все, по тем записям, которые были осуществлены, 2 недели назад, неделю назад, а также в порядке живой очереди в поликлинике как города Якутска, так и районов. Необходимо обратить внимание, что сегодня вакцина уже направлена и появится в Нерюнгринском районе, в городе Якутске, в поликлинике. Во все остальные районы будет доставляться до, соответственно, пятницы, субботу, воскресенье, выходные дни наши вакцинальные участки будут работать. В целом по республике первую вакцину получили 276 093 человека, и сегодня использовано 92% вакцины от общего объема вакцины, поступившей в республику. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация зависит от нас с вами. В связи с этим у нас с вами прежде всего наступает и период возвращения из отпусков. Основные случаи, которые сегодня фиксируются в республике, это случаи семейных контактов. Ведь совершенно по-иному на настоящий момент действует заболевание. И оно достаточно касается прежде всего близких граждан. Меньше фиксируется корпоративных мероприятий, корпоративных очагов. Тем не менее, семьи, как вы знаете, многие из наших семей в Якутске, в Якутии в целом заболевают целыми семьями. Берегите, пожалуйста, свои семьи. И, соответственно, вакцина сегодня доступна в наших медицинских учреждениях. Спасибо за информацию. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Инженерная рота Минобороны России прибудет в республику для борьбы с природными пожарами сегодня. Спасти жизни здесь и сейчас. Почти каждый может стать донором костного мозга. Продолжается прием документов в средние профессиональные учебные заведения. Расскажем, кому отдают предпочтение абитуриенты. Ситуация с лесными пожарами в республике остается напряженной. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил Дмитрий Садовников. Так, всего на территории Якутии действует 173 пожара, тушится 58, локализовано 12. За последние сутки удалось ликвидировать 9 очагов, обнаружено 11 новых. Тем временем на особом контроле находится ряд населенных пунктов. Это поселки Сите и Кабяй в Кабяйском районе, поселки Кырыкы и Далыр-Хамустах, Долуку в Верхневилюйском районе, село Калыяй в Усть-Алданском и поселок Хандега-Ударник в Тампонском районе. Всего на местах тушения пожаров задействовано 2495 человек и 319 единиц техники. Вызывание искусственных дождей работала в Алекуминском районе. К сожалению, в других районах ресурсных облаков не было. Сегодня также планируется работа данного самолета. Также планируется работа
на Алекминском районе, Ленском, по городу Якутску и если получится, то по Нюрбинскому району. Также сегодня мы ожидаем приезд с Дальневосточного военного округа батальона инженерных войск. Приедет пока личный состав, через некоторое время по железной дороге приедет техника. Тем временем Управдор Республики Саха-Якутия информирует, что в связи с возникновением пожара в придорожной лесной полосе и ограничением видимости закрыт участок региональной автомобильной дороги Кабяй в направлении села Бяськуэль-Тюгуэне. Глава Якутии Айсен Николаев работает в Мирнинском районе. Подробнее расскажут наши коллеги. Огонь стеной. На территории Мирнинского района сегодня действуют 3 лесных пожара. Но какие? Самый крупный очаг сейчас тушат в районе села Сюльдюкар. Только это возгорание охватило площадь 10% от всех пожаров в Якутии. Именно его дымом накрыта сегодня алмазная столица. Пожар номер 18 был обнаружен 22 июня в 18 часов вечера на площади 5 гектар в 22 километрах от села Сюльдюкар. Сельдюкарцы выехали, там находится их сельхозугодие, оперативно выехали на танкетке в этот пожар, но из-за того, что поднялся ветер и был верховой пожар, они вынуждены были отступить с того пожара, хотя было порядка 20 человек. Верховым пожаром этот пожар на сегодняшний момент с ветровой нагрузкой, с тем же ветром разросся до 180 500 гектар. Глава республики раскритиковал работу местного оперштаба по тушению лесных пожаров. По словам Айсена Николаева, было упущено время. В результате огонь перекинулся через трассу Анабар, связывающую Мирный с Айхалом и Удачным. Дорога по своей сути готовая минерализованная полоса. Огонь можно было остановить у ее края, как это было сделано в горном районе. Но почему-то этого не произошло. Теперь правительство вынуждено полностью перекрыть трассу в сторону Удачного. Ездить по ней опасно на любом авто. 2 августа издали соответствующий приказ. Теперь нужно исправлять ситуацию. Ее осложняет огонь, который вышел на оперативные просторы и теперь может угрожать поселку Чернышевский и расположенному в нем Вилюйской ГЭС. Как-то вы сосредоточились вокруг защиты Сюльдюкара. Конечно, важная, нужная задача, так, но, скажем так, глобальную задачу локализации пожара, остановки не поставили вовремя. Вот и сейчас у вас уже и Чернышевский под прицелом. В лесах Мирнинского района сегодня работают профессиональные пожарные федеральных служб, но их усилий не хватает. Прогноз гидрометцентра тоже неутешительный. Специалисты считают, дожди, заявленные в прогнозах, переломить ситуацию не смогут. А скопившаяся в аэропорту Мирного спецавиация пока прикована к земле. В итоге глава пришел к выводу, нужно усилить команду пожарных дополнительными людьми из Федерального резерва и создать межведомственный штаб, включающий в себя все структуры под руководством специалистов из Якутска. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Пожар в жилом доме произошел в центре Якутска на улице Сдержинского. Возгорание на 2-м этаже двухэтажного жилого дома произошло сегодня. Сообщение о пожаре поступило в 9:56 по местному времени. Пламя ушло на кровлю, возгорание в квартире локализовали. К другим темам. В Хангаласском Улусе строят и ремонтируют 20 соцобъектов. На сегодняшний день там строят и ремонтируют 20 объектов, в том числе соцобъекты, дороги, сети водоснабжения, жилые многоквартирные дома. Ряд объектов реализуется по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», а также федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В селе Актемцы на сегодняшний день строят школу-сад, учебно-лабораторный корпус-интернат и мультимедийный корпус в Николаев-центре. Спасти жизнь здесь и сейчас. Станция переливания крови приглашает жителей и гостей столицы стать донором костного мозга. По словам сотрудников станции, на сегодняшний день люди с заболеванием крови не могут найти подходящего донора не только в регионе, но и по всей России. Для этого нет базы. Однако в прошлом году Лига женщин-ученых Якутии выиграла грант главы республики. Результатом станет подписание соглашения о сотрудничестве с Кировским институтом гематологии и переливания крови с целью развития базы Федерального регистра доноров костного мозга. Сама процедура изъятия крови практически безболезненна, а донором может стать каждый, кто не страдает от опасных инфекционных заболеваний.
Единственное условие – это чтобы донор и пациент совпадали участком ДНК, отвечающим за тканевую совместимость. Вот как раз сегодня можно прийти на станцию переливания крови, заполнить анкету, сдать образец крови, чтобы определили вот этот участок ДНК и внесли в базу. И в будущем, когда происходит подбор пациента по этому же участку ДНК, если происходит совпадение, то тогда возможна пересадка костного мозга. Вот так можно помочь очень просто. Продолжается прием документов в средние и профессиональные учебные заведения. Набор проводится в 42 заведениях. На сегодняшний день поступило более 15 тысяч заявлений. По количеству максимально поступивших документов лидирует Якутский медицинский колледж. Всего направлено более 2000 заявлений. Если посмотреть по количеству человек на одно место, то большой конкурс имеет финансово-экономический колледж. Там на одно место претендует 14 абитуриентов. Далее, самым востребованным специальностями и профессиями на базе основного общего образования на сегодняшний день считается земельное дело, финансы и поварское дело. После 11 класса больше всего абитуриентов планируют стать медицинскими работниками. На профессии сестринское дело поступило около 900 заявлений. Есть профессии, которые пользуются наибольшим спросом, есть профессии, которые пока что ждут своих абитуриентов. Так, например, можно выделить на сегодняшний день на базе 9 класса наибольший конкурс на профессии повар-кондитер. Здесь следует отметить высокую работу, профориентационную работу данных учреждений базовых. Да? Кроме того, если вдруг по каким-то направлениям не будет заявлений, недобор, да, скажем так, то учреждение вправе продолжить приемную комиссию до 25 ноября. Перерыв в работе радиовещания отмечается в столице региона. Предварительное отключение вызвано проблемами с антенной, сообщил генеральный директор АО «Арктик Телеком» Андрей Ребров. Отмечается, что районы Якутии отключения не затронули. Перерыв в радиовещании наблюдается только на частоте 107,1 МГц. С утра на телебашне идут работы восстановительные. В течение дня, думаю, мы сделаем. Это касается только города Якутска, частота 107,1 МГц. По республике вещание не останавливалось. Пропавшая пожилая женщина нашлась живой. Вечером 30 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок о том, что на заречной стороне Хангаласского улуса пропала жительница города Покровска 1950 года рождения. Женщина в составе группы прибыла в Кочекадский наслег на сбор голубики. Вечером она не пришла на установленное место сбора, после чего ее спутниками была забита тревога. В поисках принимали участие родственники, сотрудники МВД, спасатели из города Якутска, в том числе кинолог с поисковой собакой. Бабушка провела в тайге 5 дней. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.